Коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создано Старк, выбрано вами. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Салам алейкум, дорогие друзья! В эфире программа «Кулинарное шоу» «Софрага Бырунус». Мы эту программу создали для наших телезрителей, для того, чтобы накормить наших гостей и телезрителей. Я хочу сегодня представить нашего уважаемого гостя. Сегодня у нас сенсация. Юрий Владимирович Меньшиц, он является заслуженным работником культуры Российской Федерации, лауреат премии города Москвы, академик Российской академии художников, академик Национальной академии дизайна, вице-президент Союза дизайнеров России, друзья. Так что поприветствуем, Юрий Владимирович, мы вас очень рады видеть на нашем телевизионном шоу. И вот сегодня я хотел бы представить вас, нашей аудитории, нашим телезрителям, поэтому всегда интересно познакомиться с хорошими людьми. И вот сегодня я хотел бы узнать, что мы будем готовить на нашем телевизионном шоу. Ну, прежде всего, продукт, который мы получим, знаком и любим, как я понимаю, всеми телезрителями. Это борщ, но борщ у нас будет необычный, борщ будет дизайнерский. И мы постараемся вместе с тобой это все дело сделать. Ну, у нас с тобой есть на столе прекрасное мясо. Это свежая баранина. Я думаю, что мы на ней приготовим настоящий бульон, который станет основой нашего дизайнерского борща. А дальше все знакомо до беспредела. Это у нас капуста, это у нас перец, это картофель и морковь. Безусловно, какой борщ может обойтись без томатов? Они тоже у нас с тобой на столе, без свеклы. Ну, а чтобы была уж совсем какая-то остринка, там у нас с тобой чеснок появится. Ну что, уважаемый Юрий Владимирович, я думаю, что мы сейчас приступим к нашей миссии, очень ответственной. Поэтому, я думаю, начнем с чего? Ну, нам, наверное, нужно сначала произвести закладку мяса в воду для того, чтобы получить бульон. Процесс этот, я имею в виду не закладку, а варки бульона, он достаточно длительный, в нем много различных этапов. Нам нужно будет сварить мясо, несколько раз снять пенку с того, что мы получаем, для того, чтобы наш бульон был прозрачный, ароматный, вкусный. Ну, а пока будет вариться мясо, мы приготовим овощи, нарежем так, как это нам хочется, чтобы получилось еще и очень аппетитно, красиво. Ну и чтобы мы в итоге получили действительно тот продукт, которым можно будет угощать всех гостей, как вашей студии, так и тех телезрителей, которые захотят попробовать. Я с вами полностью разделяю, и я думаю, что самое время сейчас приступить вот к разделке тех овощей. Чем заниматься мне во время такого... Ну, я пока завершу шинковать капусту, а тебе надо взять болгарский перчик, разрезать, вынуть из него сердцевинку и нарезать на порционные кусочки, для того, чтобы они у нас хорошо уместились в кастрюльку. Я принимаю за дело. Я вот смотрю, вы лихо справляетесь со своей задачей. Как часто вы готовите это прекрасное блюдо? Ну, честно скажу, последние 35 лет, с тех пор, как я женился, это происходит не очень часто. Но зато есть я его люблю. Любите, да? Да. Ну, все, кто приходит в мой дом, всегда хотят, чтобы у меня это блюдо было на столе. Тогда они его едят, но обычно хвалят. Да. Самое интересное, вот качество и свойства вот борща, они имеют большую ценность. То, что с каждым днем, чем больше он стоит,
тем он вкуснее становится. Поэтому вот это очень так... Я бы все-таки не совсем согласился, Совсем? что тем больше он стоит, но то, что на второй день он вкуснее, это точно. да? Вообще, мне кажется, что подобные блюда, такие как винегрет и даже кисель, где есть некий микс из различных ингредиентов, всегда на второй день лучше, потому что происходит обмен взаимный всеми вкусовыми качествами у продуктов, и мы получаем действительно полноценное гармоничное блюдо. Тем более, что мы говорим о дизайнерском блюде, да? Юрий Владимирович, вот в процессе приготовления дизайнерского борща я хочу повториться, потому что это очень оригинально и впервые звучит именно так. Я хотел бы, чтобы наши телезрители узнали рецепт успеха в вашей жизни, как вы добились вот в своей деятельности такого выдающегося успеха. Расскажите, пожалуйста. Рашид, я все-таки хотел бы, чтобы мы не забыли о том, что у нас еще на столе мясо. И мы его уже нарезали, мы должны все-таки его положить в кастрюлю. Так. Оно сейчас, это прекрасное баранье, у нас уже в порционном виде. Так. И мы должны, в процессе приготовления борща кусочки уменьшатся, мы должны сейчас приготовить бульон. Ну, а пока мы все это будем делать, я могу рассказать немножко, в чем все-таки особенность дизайна, в чем особенность дизайнеров и как мне довелось этим вдруг в своей жизни заниматься. Ну вот у нас уже мясо начинает в воде закипать. Для того, чтобы дальше наполнить его капустой, мы ее немножко пожмем и поговорим в процессе о дизайне. Да. Так вот, что такое дизайн в современной жизни? В нашей стране это слово прижилось совсем недавно. Мы никогда раньше на таком языке не разговаривали. Но за последние десятилетия сегодня в России нет человека, уж тем более хозяйки, которые бы не занимались именно этим видом деятельности. Ну, скажем так, они занимаются это в свое удовольствие для своего дома или зачастую для самой себя, потому что у нас, например, есть искусство макияжа, есть искусство прически. Это тоже все сфера дизайна. А вот на профессиональном уровне этим занимаются уже специалисты, закончившие, как правило, высшие учебные заведения. И дизайн, в отличие от станкового искусства, вещь, которая или направление деятельности людей, которая терпит только профессиональный подход. Формируете ли вы интерьер помещения, занимаетесь ли вы формированием каких-то общественных пространств в городской среде, проектируете ракеты или даже маленькие шариковые ручки, все равно этим должен заниматься профессионал, потому что есть различные научные и иные приемы, которые требуют, чтобы, например, вещь была эргономичной, чтобы она была безопасной, чтобы была комфортная среда, чтобы было визуально приятно все это воспринимать. И это действительно должны делать люди, которые занимаются профессионально. Ты не стой, у тебя тут еще нужно что мне делать? Вы мне подсказываете? Картофель. Да, его тоже на несколько частей, на кубики. Потом можно будет заняться морковкой, подобно тем порциям, которые ты сделал с Вот перцем. все-таки с дизайном столько подводных камней, столько взаимосвязано вот этих направлений. Вот, знаете, для меня лично это большая новость. И телезрители с большим удовольствием услышат еще новые такие ваши профессиональные вот эти самые рабочие моменты. Расскажите, пожалуйста, вот сколько лет вы занимаетесь вот именно вашей деятельностью? Лично? Так вот, когда же я стал заниматься? Прежде всего, еще раз хочу напомнить, что дизайна в стране не было, и все занимались все-таки в большей степени изобразительным искусством, и я по профессии являюсь художником-монументалистом. Вот так, да? Вот. А эта сфера деятельности художников считается самой высокой, потому что это художники, работающие в архитектуре. И, наверное, именно это соединяет уже или бросает этот мостик в сторону дизайна, то есть работа художника-живописца в архитектуре, неважно, это фрески, мозаики, витражи или какие-то уникальные крупные масштабные люстры, или еще, как теперь говорят, инсталляции. Все это работа художника-монументалиста. Рашид, бульон у нас уже очень сильно кипит, поэтому я все-таки уменьшу. Юрий, я хочу сказать, для вас открыть такую интересную новость. То, что официальным спонсором нашей программы является
спонсор техника горения. Горение. Выбирая технику для кухни, мы хотим только лучшее. Горение предлагает умную технику, с которой на кухне вам не будет равных. Горение создано для вас и выбрано только вами. Так вот, потом, в течение многих лет, мне довелось работать на различных объектах. И первым сданным таким объектом был рельеф для гребного канала в Крылатском в Москве к Олимпиаде 80. И с этого года, с этого момента я как бы считаю свой основной профессиональный творческий стаж. Ну, а несколько лет назад мне довелось много работать в Сочи, уже в государственной корпорации «Олимстрой», которая занималась строительством и контролем строительства всех олимпийских объектов. И это была тоже 22-я Олимпиада, она тоже прошла в той же самой стране, в России. И получилось так, что и одну 22-ю Олимпиаду, и другую 2-ю Олимпиаду я имел возможность не только наблюдать, но и для них работать. То есть такой как бы достаточно уникальный и для меня очень приятный период моей жизни. Так. Действительно, это, безусловно, такое событие, две Олимпиады, и вы в ней принимали участие. Как вы оцениваете? С одним и тем же номером и в одной и той же стране. Обалдеть. Еще раз хочу подчеркнуть, единственный казус, как бы внешний, что зимняя Олимпиада 22-я в Сочи проходила в южном городе Сочи, а вот летняя Олимпиада проходила в северном городе Москва. Да, это действительно такая память, и этим можно гордиться. Прошла целая эпоха, и вы спустя, не будем сейчас... Много лет прошло, да, вот. много лет. Между этими датами были другие объекты, другие события, в том числе и юбилей Москвы, 850-летие, первые всемирные юношеские игры в Москве. Мне довелось поработать в других странах, создавая свои произведения, монтируя их на объектах. Но вот эти два события олимпийские, они для меня, конечно, самые-самые значимые. Вот. Но что касается интерьера, я думаю, что тут много интересных, забавных вещей. Наверное, мы сможем еще познакомиться здесь поглубже, но пока нам нужно с тобой работать дальше. Хорошо. Значит, мои действия. Давай я займусь морковкой еще. Да, если можно, ты чистишь чеснок, а я займусь морковью. Сейчас попробуем все Лучок остался. нарезать. Готовится у нас все своевременно. Как там наше мясо? Да вот я думаю, что уже оно в значительной степени близко к своим Я вижу, бульон стал таким сочным. стадии готовности. Так. Вот мы сейчас сюда добавим лук. Мы нарежем еще морковь помельче и тоже туда положим. Наверное, нужно... Да, на кухне надо быть бдительным. Рашид, любое хорошее дело не терпит суеты, поэтому мы с тобой потихонечку справимся, все у нас получится. Конечно, конечно. Давай я все-таки туда морковь Положим сюда, заброшу. давайте морковку. Вот я думаю, что тот опыт, который в Сочи получили, нужно максимально расширять, в том числе и на города Крыма, потому что Крым очень давнее место притяжения многих-многих людей, любимое место. На сегодня оно уже посещаемое активное место, но требуется опять-таки большая работа коллег-архитекторов, дизайнеров крымских, а у нас в Крыму два отделения Союза дизайнеров, отдельно в Севастополе, отдельно в Симферополе, как республиканское. Безусловно, мы будем всегда вместе работать с художниками, которые могут украшать интерьеры своими произведениями. И я думаю, что тоже наступит время, когда мы начнем полноценно гордиться не только природными и климатическими особенностями замечательного полуострова, но и тем, что тут создано руками человека, так как это было и раньше. Ваш приезд, он именно связан с командировкой, да, профессиональной деятельностью? Мой приезд связан с некой датой, 16-летием Севастопольского отделения Союза дизайнеров России. Вчера мы открывали выставку членов этого отделения. Очень интересные, совершенно разнообразные, разноплановые работы. И мне было приятно посмотреть, и было приятно увидеть большое количество молодежи. Вот я думаю, что и здесь, в Симферополе, на сегодня
многие молодые ребята будут стремиться вступить в Союз дизайнеров России и как бы продолжить то дело, которым мы занимаемся, для того, чтобы все люди, все жители города могли себя чувствовать в нем комфортно и удобно. Очень радостное событие, поэтому думаю, что для Крыма чем больше профессиональных деятелей в своей сфере будут, тем лучше у нас приготовится вот наше блюдо. Дизайнерский борщ. Да. И наша передача, именно вот то, что участие с таким выдающимся архитектором-дизайнером обязательно повлияет на молодежь с хорошей точки зрения. И они все захотят к чему-то сменить, направиться. Подскажите мне, пожалуйста, к чему мы сейчас приходим? Значит, у нас с чесноком, Ну, чеснок, да. Мы в основном совсем справились. Единственное, что, зубков? по-моему... Болгарского? Да нет, наверное, достаточно, да. Поэтому вот картошку, я так понимаю, мы ее ложим в конце. Чуть попозже. Итак, Дели на долечки, очищай. все. Вот. Все-таки вот я всегда оцениваю именно успех семьи, когда мужчина ценит свою половинку. Вот я хотел бы перейти немножко к семейным вот таким, значит, составе семьи. Вот то, что вы прожили в согласии со своей супругой целых 35 лет, это дорогого стоит, это пример для подражания. Поэтому расскажите, как давно вы дома вот на кухне своей родненькой пытались как-то удивить свою половинку? Ну, честно говоря, возможности ее удивить кулинарными моими способностями особо не было. Мы познакомились в тот год, когда я закончил Строгановку. Это одно из лучших учебных заведений в сфере дизайна в нашей стране, да и известное во всем мире. А она только поступала туда. Поступила она через год, проработав на кафедре монументальной живописи, которую я закончил. Вот там мы с ней познакомились. Еще Ну, ко всему еще коллеги, да? Да, мы еще Да, не первый же год мы поженились, так что мы знакомы уже гораздо больше, чем 35 лет. Но за это время она не только старалась помогать мне в моих профессиональных делах, еще в давние времена на различных объектах, но и полностью на себя взяла все то, что связано с нашим сегодняшним делом, да, с кухней, с едой. У нас бывает много гостей, и хочу сказать, что они достаточно высоко оценивают ее работу. Она не только готовит те блюда, которые съедаются сразу, она занимается и заготовками этих блюд, этих блюд. Это в нашей стране такая вещь особенная. Вот, и тоже во многом дизайнерская, потому что нужно же еще и красиво все это как-то упаковать, и красиво потом подать. Вот все это она дома делает. Я с вами поделюсь. У нас есть такой семейный юмористический раздел. Я всегда с юмором отношусь вообще к пассировке. И всегда для меня это является таким смешным названием. Я говорю, Мы с тобой, извини, опять забываем посолить. Вот. Да, так, Рашид. Да, и вот я моей супруге, так как у меня немножко абсолютно разные сферы деятельности, моя супруга, в отличие от меня, она является мастером-поваром. И вот я как дегустатор, и для меня это тоже очень такой второй раз в жизни я принимаю участие как ассистент ваш. Поэтому мне это всегда вот стало... Ты знаешь, больше... в роли дегустатора мне тоже хочется постоянно находиться как-то вообще-то. И все, что у нас есть, мы должны с тобой складывать, наверное, на тарелочки и уже закладывать в кастрюлю. Опять у нас не хочет. Что-то мы с тобой все время упускаем. Выбирая технику для кухни, мы хотим только лучшее горение. Предлагаем умную технику, с которой на кухне вам не будет равных. Горение стонало для вас, выбрано только для вас, дорогие телезрители. Пользуйтесь техникой горения. Итак, я режу какими большими дольками? Нет, не очень большими. Не очень, да? Вот очень так, большими. да? Нам надо Как на салат. Нам надо сделать так, чтобы Так. томаты
отдали все свое Весь сок, да? содержание, весь сок в борщ, чтобы они не были как бы отдельным продуктом, отдельным ингредиентом. Вот такими, да, формами, дольками. Да. Ну что, наверное, нам надо что-то закладывать уже в кастрюлю. Да, давайте мы сейчас... Ложку. Давай Всё мы это попробуем приложим. положить болгарский перец. перец. Вот сюда. Так. У нас осталась свекла. Сейчас попробуем ее сюда, чтобы не забрызгаться. А то еще и горячее все. Ох, интересно, что же получится. А? Так, картошку мы оставим Сейчас, чуть напоследок. попозже, да? Напоследок, Чуть да, попозже. картошечку? Так. Так. Чесноком, думаю, тоже надо, да, А его надо порезать. порезать на мелкие дольки, да? Дорогой Юра, я хочу тебе признаться своим личным опытом, то, что у меня две любимые женщины. Это первая моя супруга, Наталья Викторовна, любовь всей моей жизни, и моя любимая спутница, гитара. Ух ты. Я хочу подарить одну песню, чтобы твоей супруге икнулась, потому что мы эту песню посвятим на таком расстоянии, чтобы она почувствовала, что ты, Юля, рядом. Давай, попробуем, давай. Да. Кофе. Думаю, поддержишь ты меня, да? Ну, попробую. Ух ты. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни и не забывай. Вместе со мною. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та, а все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Вот так, для тебя и для твоей супруги. Спасибо, И спасибо. моей любимой Натальи. Спасибо. Вот так. В нашем с тобой исполнении увидят многие телезрители, и, думаю, они порадуются. В первую очередь, нашей половинки. Ну, давай. А в чем я могу продолжить ассистировать? Я пока даже не твоей знаю. Мы с тобой все приготовили. У нас теперь Так. самое главное, чтобы продолжилось кипение нашего замечательного продукта. А после этого мы положим туда все, что осталось, и будем ждать. Когда я, с твоего позволения, гитару поставлю на место Конечно. и продолжу принимать участие. Майонез «Мечта хозяйки» изготовлен только из натуральных компонентов и абсолютно без химических добавок. «Мечта хозяйки» гарантированно вкусный результат. Рашид, ну у нас тут уже кипит потихонечку. подходе, Да. да? Так. Давай мы с тобой посмотрим, что с мясом, как у нас готовность. Так на цвет очень красивый. Красиво, красиво, да. Сейчас посмотрим, что тут. Ну, мяско у нас уже готово. Давай мы будем закладывать все, что надо дальше. Отлично. Так. Ты пока чеснок мне Так, дорежь Я на приступаю. более мелкие дольки. Сейчас я сюда капусточку. Ну вот, мы уже, кажется... Слушай, это невозможно. Все так пахнет, все так вкусно. Так. Так, ну что, Так, картошечку, капуста Картошечка уже в самом у нас конце. плавает, да.
Вот, сейчас мы с тобой картошечку сюда. Все приходится аккуратно, то горячее. Так. Какой запах, еще раз говорю. Так вот. Ну и потом все у нас немножко поварится. На вид очень красиво смотрится. Я думаю, что он должен... Но мы же дизайнерский борщ варим. Еще раз напоминаю, в дизайне должны быть 3 составляющих. Эстетика, функция и экономика. Великолепно. Вообще есть даже такое понятие, что дизайн-проект и дизайн-продукт. Так что вот мы с тобой сейчас это и получим. Так, а вот лишнюю посуду мы уберем, наверное. Убирай. Уже пора готовить другие тарелки. Да. Я Нам думаю, же надо что... будет угощать. Так. Так, все, накрываем. Ну и теперь, знаешь, у керамистов всегда речь идет о том, что все зависит от высших сил. Никогда не знаешь, что выйдет из печи. В этом смысле моя супруга Так. до поступления в Строгановку мечтала как раз заниматься поварским искусством. Но так получилось, что все-таки любовь к другому искусству перекрыла, и она попала в Строгановку. Так вот, она училась на керамике, а на самом деле все то же самое. Та же скалка, та же доска, Да. те же продукты потом выходят, только там это уже произведение Очень много личное, параллелей. а еда, к сожалению, быстро уходит. А в остальном все очень и очень похоже. Ждем. Ну, пока мы пили, и, глядишь, и борщик наш уже дошел до кондиции, так что я думаю, мы можем снимать пробу. А вот. Зелень по желанию. Сейчас мы с тобой. Мяско, да? Вот. Такие аппетитные кусочки мяса. Да, и морковочка, и помидорчики, и перчик. Смотри, все уже стало сразу, все объединилось. Как замечательно все попадает у нас. Но цвет получился необыкновенный. Тяжело. Будешь пробовать? Да, пожалуйста. Только сразу хочу спросить, а горчица есть у тебя? Конечно, у нас мечта хозяйки. Лучшая горчица? Ты Лучшая хочешь? горчица. Мечта Отлично. хозяйки. Отлично. Я могу похвастаться. Вот этот тюбик, он насыщен самой вкусной горчицей. Мечта хозяйки. Ну хорошо. Мы готовы вас угощать дизайнерским борщом. Ну, я думаю, что мы туда немножко еще с тобой добавим зелени. Вот. И, пожалуйста. Самая теплая студия. Юрий, борщ удался. Удался. Да. Я хочу пожелать приятного аппетита нашим телезрителям. Мы хотим пожелать. Мы хотим, да. Мы хотим. Мы желаем приятного аппетита нашим телезрителям, всей команде Millet. Sopra Buenos, все столу. До новых встреч на телеканале Millet. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье by Stark». Создана Stark, выбрана вами.